Атәыла фитосанитартә лабораториа акыр шықәса ҵуеит аус ауеижьҭеи, аха иҟан уи аусзуҩцәа аҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы ирзымхоз ҳаамҭа иақәшәом руга ҿыцқәа. Уажәшьҭа ари аҭагылазаашьа ԥсахуп, алабораториаҿы имҩаԥыргало агәаҭарақәа рымҽхак еиҳа иҭбаахеит. Мы занимаемся над выявлением карантинных организмов, но не только карантинных вредителей, болезни, но однозначно еще мы выявляем, очень важно выявление некарантинных болезней, некарантинных вредителей. Потому что наличие некарантинных болезней и вредителей могут быть причиной угрозы, что они могут принести большой ущерб, нанести завозимому материалу, уничтожить ценные образцы и стать источником заражения всего материала. Аҵиаақәа рзы аҳәынҭқарратә карантинтә хылаԥшратә фитосанитартә лабораториаҿы имҩаԥырго експертиза хадақәа иреиуоуп аентомологиатә, афитопатологиатә, абактериологиатә, агельминтологиатә уҳәа ахырхарҭақәа ирыҵаркуа. Мы получили 4 новых совершенно микроскопа. Для проведения энтомологической экспертизы я бы хотела в частности отметить, что энтомологическая экспертиза растительных материалов и почвы является одним из ответственных звеньев в системе карантинных мероприятий по охране наших садов, полей, лесов, складов от заноса, завоза опасных иноземных вредителей. От результатов энтомологической экспертизы, проводимой в лаборатории, зависит проведение тех или иных мероприятий по отношению к ввозимому материалу. Аҵиаақәа рзы аҳәынҭқарратә карантинтә хылаԥшра усура хықәкы хадас иамоуп ҳтәыла аԥсабара аиқәырхара. Уи аҭыԥан аԥхасҭа азҭо, иара убас аҳәаанырцәынтәи арахь иҭаргало ҵиаахкқәеи, аалыҵқәеи ирыҵзар зылшо ахәаҷақәа ианаамҭоу ралкаараз агәаҭарақәа рымҩаԥгара. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба инаҵшьны иазгәеиҭеит, акарантинтә хылаԥшра знапы алаку зегьы рус еиҳа ҭакәхықәрала изнеиларц шахәҭоу. Во-первых, если есть уже возможность работать вот такого рода лаборатории, то должны быть и соответствующие меры после выявления этих заболеваний. То есть должна быть законодательная база, которая будет регулировать вопросы запрета ввоза, локализации этих болезней и соответствующих мер воздействия на тех, кто занимается ввозом, предположим, тех или иных видов продуктов, или растительного происхождения, или другого какого-то товара. Да, время меняется, жизнь течет, и все это ускоряется. К сожалению, можно увидеть даже не только по этой лаборатории, а просто наяву. Каждый житель, вчера этих болезней практически у него в саду не было. А сегодня практически сплошь и рядом практически все фрукты болеют. Нужно постоянно заниматься лечением. Но мы забыли о том, что в советское время постоянно, ежегодно, 3-4 раза в год проводились соответствующие лечения. Мы этого, к сожалению, сегодня уже мало делаем. Аҵиаақәа рзы аҳәынҭқарратә карантинтә хлаԥшратә фитосанитартә лабораториаҿы иахьазы аус руеит хәҩык аспециалистцәа. Уажәшьҭа рнахыс русура ахаҭабзиара аихтәразы алшарақәа рзаԥҵоуп. Амра Зарандиаԥҳа, Ҭамаз Шьқәан, Аԥсуа телехәаԥшра.